Единственная на северо-востоке России и самая северная в мире профессиональная балетная школа создана 30 мая 1995 года указом первого президента республики Михаила Николаева. Основателем и идейным вдохновителем стала Наталья Семеновна Посельская, первый директор и художественный руководитель школы. Сегодня балетная школа Якутии имени Аксиньи и Натальи Посельских – это кузница кадров для лучших театров страны. Часть выпускников успешно трудятся в России и за рубежом – в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Екатеринбурге, Астрахани, Казани, Омске, Челябинске, Ижевске, Сеуле, Нью-Йорке, а также продолжают обучение в высших учебных заведениях Москвы, Санкт-Петербурга и Чехии. Наши обучающиеся систематически участвуют в конкурсах, защищая честь Якутии, нашей школы в международных и всероссийских конкурсах. Это в Италии, в Японии, в Южной Корее, в Казахстане и в престижных конкурсах России. Становятся призерами, обладателями гран-при, победителями. Буквально недавно, в юбилейный год наш, осенью, наши студенты стали призерами 3 престижных конкурсов профессиональных. Это Всероссийский конкурс артистов балета и хореографов, Иван Одинцов, призер конкурса. Это Дельфийские игры России, Алена Колодезникова, тоже призер. И Алисия Пак стала лауреатом 3-й степени в международном конкурсе «Щелкунчик приглашает». Сегодня здесь обучаются ровно 100 талантливых детей из разных уголков республики, которых связывает одна страсть – любовь к искусству балета. Для них созданы все условия для занятий любимым делом, расти и развиваться. В здании у нас 5 хороших балетных залов. Последние годы оборудовали полы именно балетные по требованиям. Здесь 6 учебных кабинетов, даже специализированные 4 музыкальных кабинета у нас, где дети индивидуально занимаются по общему фортепиано. У нас свой учебный театр, костюмерная, пошивочный цех. Это мы готовимся к первому национальному детскому балету «Сказочная долина» в хореографии Екатерины Тайшиной. Вот у нас костюмы шьются, готовые костюмы уже там висят. А это вот пачки птичек. У нас сколько у нас их? 7 девочек. У нас детей много, и не по одному костюму получается, да? Их же вот по 8 исполнителей может быть. Общежитие для учеников и студентов стало родным домом для многих. Здесь живут семьями, поддерживая и помогая друг другу. Просыпаемся мы в 7 часов, потом делаем свою утреннюю рутину, умываемся, идем завтракать. Там, мы живем с семьями, и как бы маленьких, если разбудим, что там, если они не просыпаются, вот, спускаемся вниз, завтракаем, потом идем в школу. Но в моей семье, получается, я как старший получаюсь. Ну, на самом деле, вот, семье очень интересно, потому что, как ни крути, когда ты больше времени находишься здесь, хочется равно получить какой-то уют. Вот. И когда ты видишь, что есть маленькие дети, ты, да, то есть одно ощущение семьи есть, и получаешь уют какой-то, да, и атмосферу теплую. Вот. В моей семье вот 3 мальчика и 4 девочки вот так вот. В общежитии проживают 50 детей. В общежитии также расположен медпункт и столовая. Общежитием в первую очередь обеспечиваются дети с улусов. География весьма обширная. Из 14 улусов у нас проживают дети со 2 класса. В каждой семье прикреплена воспитательница. Воспитатели проводят по плану различные мероприятия, и по семьям дети участвуют. Каким бы ни был загруженным и плотным график учеников балетной школы, уроки по общеобразовательным предметам идут по расписанию. Учебники, тетради, домашние задания – все как у всех.
Успевать все и даже больше должен каждый, кто решил связать свою жизнь с балетом, потому что этот вид искусства не приемлет полутонов. Нужно отдаваться полностью. С большой сценой юные артисты знакомятся уже с младших классов. Ученики колледжа задействованы в постановках театра оперы и балета. Есть детские партии в балетах «Золушка», «Дон Кихот», «Спящая красавица», «Корсар». Учащиеся старших классов и студенты, они заняты у нас на местах артистов и наравне с ними танцуют в балетах, таких как «Лебединое озеро», «Ромео и Джульетта», «Спартак». И помимо этого, естественно, мы участвуем в творческих проектах, участвуем в благотворительных концертах, на гастроли ездим и участие во всероссийских международных конкурсах. Это подготовка, приобретение обучающимися навыков и опыта работы на сцене. Тянуть подъем и на кончиках пальцев закружиться в воздушном легком фуэте. За этими почти полупрозрачными движениями скрываются часы кропотливого труда, когда каждое движение оттачивается до совершенства. За историю в четверть века здесь, в Якутской балетной школе, работали и продолжают работать лучшие педагоги, среди которых немало своих же выпускников. Моя жизнь неразрывно связана с искусством балета. Вот уже с 92 года, мне было 10 лет, когда я попала в первый набор школы и отучилась в стенах этой школы. Получается, работала в театре, но потом так получилось, что Наталья Семеновна, основатель балетной школы, она позвала меня обратно в школу в качестве уже преподавателя. Балетная школа для меня, это, конечно, уже связана вся моя жизнь, потому что с детства и до сегодняшнего дня я нахожусь неразрывно с этим искусством. На сегодняшний день я стараюсь передавать любовь, свое все вдохновение уже маленьким детишкам, чтобы они получили профессию и прониклись этим искусством балета. Внучка и правнучка Аксинии и Натальи Посельских выросла в стенах балетной школы. Юная дива, названная в честь выдающейся кубинской балерины Алисии Алонсо, уже точно знает, что жизнь ее будет связана с балетом. Лауреат Российской национальной премии «Студент года 2020» в номинации «Творческая личность года». Лауреат третьей степени 5-го международного детско-юношеского конкурса «Щелкунчик» приглашает. Лишь начало большого творческого пути. В источниках говорят, что я с 3 лет занимаюсь в студии. Это когда малыши, они подготовка к этому всему. Но я считаю, что раньше 3. Здесь я училась буквально у каждого педагога. Я пока несерьезно понимала, что такое балет, что я вообще внучка, правнучка великих женщин. И потом где-то в классе 4 я уже поняла то, что на мне лежит большая ответственность. Мне нравится это дело, главное полюбить это дело. И сейчас как-то я с удовольствием занимаюсь, репетирую. Оно меня понимает, и даже если, когда мне грустно, я могу заниматься классикой, и мне будет нормально. Стены балетной школы безмолвно и даже величаво хранят свою историю. Здесь есть свой музей, где собрано все самое ценное. Оно ведется уже почти с самого начала. Наталья Семеновна еще сама захотела, и поэтому она копила до этого свои фотографии и передала потом в музей. Самое ценное – это документы, конечно, самого создания нашего колледжа. Спектакль «Сказка. Сказочная долина» по мотивам пьесы Ивана Гоголева «Кыталыктар Кырдаллара» в постановке выпускницы колледжа, заслуженной артистки Российской Федерации Екатерины Тайшиной, главное событие юбилейного года Якутской балетной школы.
В этом спектакле заняты практически все обучающиеся. Мы с нетерпением ждем открытия, чтобы показать нашему населению, нашим детишкам этот спектакль, двухактный классический национальный детский балет. Балетная школа имени Аксиньи Натальи Посельских носит звание победителя всероссийского конкурса «Лучший колледж Российской Федерации», проведенного Санкт-Петербургским научно-исследовательским институтом социальной статистики. Якутская балетная школа с достоинством продолжает путь в четверть века и с уверенностью смотрит в будущее. Я бы пожелала нашей школе процветания, чтобы наши ученики продолжали нас радовать. Я бы хотела, чтобы всем хватило терпения, любви, чтобы это искусство всегда было с ними всю жизнь. Хочу поздравить всех педагогов, работников, моих однокурсников, обучающихся с закрытием юбилейного года нашего колледжа. 25 лет – это уже немалый срок. Мы гордимся тем, что бабушка, ее балетная школа до сих пор живет. Желаю процветания. Всех наших выпускников, всех работников сердечно поздравляю с нашим юбилеем. У нас очень много планов в будущем. И всем здоровья, успехов. Всех поздравляю с нашим юбилеем, 25-летием. Желаю педагогам талантливых учеников. Желаю ученикам стараться каждый день. Ну и всем нам желаю дальнейших побед и процветания. Все начиналось с фуэте, когда земля, начав вращение, вдруг раскрутилась в темноте. Ах, только б не остановиться, не раствориться в суете. Пусть голова моя кружится, прекрасный сон мой. Фуэте.